Добрый день, шановное господарство. Это живая трансляция Радио Свобода у Менску. Вось тут у штабе Виктора Бабарыкі неўзабаве пачнецца прэсавая канферэнцыя. Асноўная нагода гэта нерэгістрацыя, сённяшняя нерэгістрацыя Виктора Бабарыкі у якасці кандыдата ў прэзідэнты. Некалькі гадзінаў таму скончылася наша папярэдняя жывая трансляцыя з цэнтральнай выбарчай камісіі, дзе аднагалосна ўсе сябры камісіі на чале з Лідзіяй Ярмошынай прагаласавалі за тое, каб не рэгістраваць Виктора Бабарыку як кандыдата ў прэзідэнты. 9 жніўня гэтага года адбудуцца прэзідэнцкія выбары. Асноўная прычына – гэта неадпаведнасць дэкларацыі аб даходах Виктора Бабарыкі. То бок спачатку Лідзія Ярмошына распавяла пра тое, што былі толькі дробныя заўвагі да дэкларацыі, а потым яна зачытала такі вялікі ліст камітэта дзяржаўнага кантролю, дзе прыводзяцца звесткі пра тое, што Виктор Бабарыка быў арганізатарам групы людзей, якія не сплачвалі падаткі, вялі незаконную камерцыйную дзейнасць, мелі рахункі ў заходніх банках. І вось гэта інфармацыя сведчыць па словах старшыні беларускага ЦВК нагодай для таго, каб заявіць пра тое, што неадпаведныя фінансавыя звесткі падалі, і вось пасля гэтага аднагалосна ўсе прагаласавалі супраць таго, каб Виктор Бабарыка стаў кандыдатам у прэзідэнты. Пасля гэтага слова яшчэ меў прадстаўнік штаба Виктора Бабарыкі, юрыст Максім Знак, і ён сказаў пра тое, што у штабе здзіўленыя, што яшчэ да ўчорашняга дня падобнай інфармацыі з камітэта дзяржкантролю яны не мелі, і не было ніякіх прэтэнзіяў да дэкларацыі аб даходах. І вось толькі сёння на самім паседжанні такая інфармацыя з'явілася. І паводле Максіма Знака гэта насамрэч абсалютна не павінна быць, не павінна супярэчыць таму, каб рэгістраваць Виктора Бабарыку у якасці кандыдата, паколькі вось гэта інфармацыя яна яшчэ не была, не тое што ў судзе, нават яе не прад'явілі прадстаўнікам, адвакатам, якія мусілі б з ёй знаёміцца перад тым, як яна магла быць публічна агучаная. До рэчы, вось на прэсавую канферэнцыю бачу прыйшла Ганна Канапацкая, ззаду можаце пабачыць. Вось гэта адна з сёння зарэгістраваных кандыдатак у прэзідэнты, і нагадаю, сёння былі зарэгістраваныя, акрамя Александра Лукашэнкі, яшчэ Андрэй Дзмітраў, Ганна Канапацкая, Сергей Чэрычань. Ой, выбачайце, Воля Кавалькова прыйшла. Вось, і Святлана Ціхановская, жонка блогера Сергея Ціхановскага, які цяпер знаходзіцца пад следствам таксама, як і сам Виктор Бабарыка і кіраўнік ягонага штабу, ягоны сын Эдуард Бабарыка. Так, пакуль прэсавая канферэнцыя затрымліваецца, яна мусіла пачацца о 16 гадзіне. Нагадаю, што адбывалася ўвогуле з Виктором Бабарыкам. Ён спачатку быў арыштаваны выбарчы фонд у 100 000 рублёў. Афіцыйных тлумачэнняў штабу кандыдаты тады не далі. А 18 чэрвеня вось так. Садимся? Да. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы нашли время и пришли к нам сегодня. Меня зовут Мария Колесникова. Я представитель штаба Виктора Бабарыка и Максим Знак, юрист штаба Виктора Бабарыка и адвокат Виктора Дмитриевича.
Сегодня одно из самых важных обращений за последнее время. Как вы знаете, Виктора Дмитриевича не зарегистрировали сегодня кандидатом в президенты Республики Беларусь. Это прямой знак того, что власть боится, она находится в состоянии абсолютного страха, и вместо реальной борьбы за голоса избирателей она устраивает кампанию преследования альтернативных и политических конкурентов и преследования собственного народа. Режим забирает людей с улицы, увозит в автомобилях без номеров, гнобит несогласных, создает иллюзию своей легитимности и силой принуждает людей к выбору, которого они уже не хотят делать. Не допустив Виктора, власть подтвердила свой страх, подтвердила, что больше не может контролировать поведение людей на избирательных участках. Не допустив Виктора к выборам, власть подтвердила победу Виктора. Сейчас мы точно знаем, что мы большинство, нас большинство, власти меньшинство, они это тоже знают, и поэтому всех сильных кандидатов они не допускают. Они сегодня даже не приняли попытки сделать вид, что на этих выборах можно играть честно. Сегодня всем нам плюнули в лицо и попытались отнять наше будущее и нашу надежду. Они все от нас ждут разочарования, ждут, что мы впадем в депрессию, ждут окончания борьбы. Но они не понимают, что именно сейчас только все начинается, и мы идем вперед и до конца. Сообщение от штаба в том числе заключается и в нашем дальнейшем плане. 9 августа мы все должны пойти на выборы. Мы призываем всех граждан Республики Беларусь не оставаться дома, а идти на выборы и голосовать 9 августа. Если вы остаетесь дома и не идете на выборы, значит вы тем самым голосуете за Лукашенко. Итак, 9 августа мы все с вами встречаемся на избирательных участках Республики Беларусь. Каждый, кто придет на участок, может голосовать за любого кандидата, которого он считает достойным. Следующий пункт. Мы подготовили жалобу на нарушение законодательства Республики Беларусь о выборах. В ней мы требуем отменить решение ЦИК и зарегистрировать Виктора Дмитриевича Бабарика и Валерия Цыпкала, а также изменить меру пресечения Виктору Эдуарду, Сергею Тихановскому и всем политзаключенным, установить на участках камеры, разрешить фотографировать журнал учета избирателей. Мы призываем каждого из вас, кому не безразлична судьба Беларуси, сохранять полное спокойствие, потому что, как вы понимаете, сейчас очень сложный и переломный момент. Власти ждут от нас дальнейших действий. Будут устроены провокации. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь на провокации. Также очень важно отметить, что каждый из вас имеет право воспользоваться правом гражданина Республики Беларусь. И сегодня, завтра или в любой другой для вас день в рабочее время Центральной комиссии с 9 до 6 часов вечера лично подать эту жалобу. Эта жалоба будет размещена у нас на сайте. Пожалуйста, скачивайте ее. Таким образом, вы можете бороться за свое право свободного волеизъявления. Большое вам спасибо. Я передаю слово Максиму Знаку. Если у вас есть вопросы с юридической точки зрения или ко всем остальным, мы можем потом вернуться. Спасибо, Мария. На самом деле Мария все сказала. В отношении юридической стороны вопроса я прокомментировал все, что мог прокомментировать еще на заседании Центральной комиссии. То есть мы полагаем, что те сведения, которые были озвучены на основании письма какого-то, которое пока мы не получили, не являются доказательством, по крайней мере, из того, что прозвучало, которое обосновывало бы правомерность принятого решения. Безусловно, мы будем бороться с точки зрения подачи жалобы в Верховный суд. Это будет сделано сразу после получения копии
решение Центральной комиссии, но вместе с тем действительно мы видим, что есть системные какие-то нарушения, и мы понимаем, что каждый гражданин может высказать свое несогласие в предусмотренной законом форме, это может быть сделано. Также Мария верно сказала, что с точки зрения избирательной кампании у нас только сейчас начинается активный этап, начиная с завтрашнего дня. Любой гражданин Республики Беларусь может агитировать за любого кандидата, либо против любого кандидата. И как раз-таки вот следующие 26 дней и активное поведение в рамках избирательной кампании теми кандидатами, которые были зарегистрированы, а также всеми гражданами Республики Беларусь, у которых есть активная позиция, предопределит то, что будет 9 августа. То есть мы считаем, что каждый может своим правом воспользоваться, и от этого зависит, без преувеличения, будущее общее наше, которое нас ждет. Что касается других юридических моментов, то они, наверное, достаточно скучные, на них не будем останавливаться. Если будут вопросы, я на них отвечу. Вопрос, Да, да. Радіо Свобода, Антон Трихмович. Радіо Свобода, Антон Трихмович. Скажіть, будь ласка, ваше ставлення до шматліких повідомлень у соціальних сетках, які сьогодні з'явилися, у тим ліку від ваших прихильників, з закликами виходять на центральні площі городов по всій Білорусі у знак протесту супротив нереєстрації Віктора Бабарики? Я могу сказать, что эти призывы, они были распространены не штабом. То есть со стороны штаба мы понимаем, что основная задача, которую ставил Виктор Бабарика, и основная стратегия для достижения этой цели – это использование всех возможных действий на всем протяжении времени, вплоть до дня голосования. То есть у нас сейчас идет процесс. 9 августа голосование все равно будет в стране. И от того, каким образом к этому дню мы подойдем, насколько подготовлены, то есть какие будут наблюдатели на участках, какие будут материалы агитационные, которые будут распространяться, зависит очень много. То есть у нас на самом деле есть у штаба в целом, то есть то, что обсуждалось, то, что Виктор Дмитриевич говорил, понятная цель участия в избирательной кампании, которая остается актуальной, несмотря на произошедшее. Что касается граждан, которые выходят на улицы, на мирные акции, то, опять же, неоднократно Виктор Дмитриевич подчеркивал, и мы подчеркивали также в каких-то своих материалах, что есть право у граждан на мирные акции, и есть определенные пределы осуществления этих мирных акций. И если не нарушаются эти пределы, то нет никаких оснований для задержания, применения физической силы и других подобных действий. Единственное, что мы обращали внимание последние несколько дней, что была попытка создать какие-то фейковые аккаунты, фейковые каналы. Сегодня, еще до того, как мы вышли из Центральной комиссии, уже был призыв какой-то со стороны других каналов, неконтролируемых штабов. Поэтому Мария вот в своей речи сказала, что если вы используете право на выражение своих мнений, то нужно это делать таким образом, чтобы от этого не пострадать, то есть чтобы это не было использовано кем-то как провокация. Поэтому та форма протеста, не протеста, а та форма защиты своих прав, которую мы предложили для сторонников, это подача жалобы с требованием об отмене принятых решений, о регистрации тех кандидатов, которые неосновательно были сняты с гонки, и об обеспечении комплекса мер, не противоречащих законодательству, для того, чтобы выборы были проведены честно. Эту жалобу можно подать любой человек в любое время в Центральную комиссию. Сегодня, завтра, 9 августа, то есть когда это произойдет, это решает человек. Если таких людей оказывается много, учитывая, что санитарно-эпидемиологическая ситуация остается у нас в статусе неопределенном, несмотря на то, что какие-то заявления делаются, мы рекомендуем, если собралось несколько человек, то держать безопасную социальную дистанцию. То есть ближе 1,5 метра друг к другу не подходить. Это в том числе исключает возможные провокации.
Это наше видение реализации права на защиту при таких действиях. Но при этом у каждого гражданина может быть свое мнение, и оно, если речь идет о мирных протестах, это тоже абсолютно, о мирных акциях, прошу прощения, не протестах, это тоже абсолютно нормально и легально. Александра Богуславская, Deutsche Welle. Если ваша жалоба в суд окажется неуспешной, собираетесь ли вы объединяться с другими кандидатами? Если да, то с кем? Мы неоднократно говорили, что мы общаемся с кандидатами с разными штабами, в том числе. Наша позиция такова, что если у нас совпадают цели и ценности, мы готовы друг с другом общаться. Сейчас, опять-таки, не то время, когда мы можем об этом говорить, пока не объединяемся. Вопрос? Ви серйозно розлічилися на те, що Верховний суд, після того, що ви сьогодні побачили, може вернути Віктора Брику у список кандидатів? Знаете, я по долгу службы, так сказать, хожу в Верховный суд регулярно. Я знаю, что там работают компетентные профессиональные судьи. И поэтому до судебного процесса я бы не хотел делать категоричное какое-то заявление, что судьба предрешена. Я знаю юридические аргументы, я знаю функции, задачи Верховного суда. Верховный суд выслушает все наши аргументы, удалится в совещательную комнату, вынесет решение, вот тогда его можно будет комментировать. Захар Щербаков, компания «Белопан». Я, может быть, пропустил. Вы сказали, что жалоба подготовлена в Верховный суд. А когда она будет подана? Жалоба в Верховный суд будет подготовлена окончательно и подана после того, как мы получим решение Центральной комиссии. Нам сказали, завтра после 12 это будет возможно, то есть тогда будет рассматриваться подача жалобы в суд. Что касается того заявления или обращения граждан, которое будет размещено на сайте, это, чтобы понимать процессуальный статус, это не жалоба в суд, потому что у нас только кандидат в президенты либо его доверенное лицо может обжаловать отказ в регистрации. То есть всем избирателям, там даже если их 450 тысяч человек, отдавших подпись, такое право обжалования в суд не предоставлено. Но, как мы уже говорили, есть право на обращение, и любой избиратель может сделать свое предложение, какое-то обращение, нарушение законодательства. Государственный орган, соответственно, его рассмотрит, и при наличии оснований можно же без суда отменить свое решение. То есть любой орган, который принял решение, может его отменить, если он потом понял, что где-то была ошибка. Поэтому граждане, соответственно, в своих обращениях могут обращать внимание на нарушение законодательства и требовать их устранения. У меня еще вопрос, я немножко не очень поняла вашу позицию. Вы призываете всех граждан Республики Беларусь 9 августа прийти на выборы, но ваш кандидат уже не зарегистрирован, возможно, он так и не будет зарегистрирован. В чем тогда смысл, если вы сейчас до этого сказали, что выборы проходят в условиях репрессий, людей задерживают, то есть вы призываете людей идти на выборы, которые вряд ли можно назвать честными? Зачем? Мы уверены, что власть сейчас не поддерживает большинство. И выборы – это как раз тот день выборов, когда мы можем, когда все белорусское гражданское общество может показать, что власть сейчас находится в меньшинстве. Если каждый из нас не останется дома, если мы все придем в этот день на выборы и отдадим свой голос любому из кандидатов, альтернативных кандидатов или демократических кандидатов, власть не набирает электоральное большинство, и автоматически будет назначен второй тур выборов. Это одна из наших целей. Как мы узнаем, что власть не набрала электоральное большинство, если голоса считает лидеры машины ЦИК? Дело в том, что практически ни у кого нет сомнений, что во всех предыдущих выборах действующая власть набирала электоральное большинство. Если мы сейчас точно знаем, что нас много, то волю народа невозможно сфальсифицировать. Когда 3,5 миллиона людей голосуют, отдают свои голоса за других кандидатов, то это невозможно скрыть, это невозможно фальсифицировать, это невозможно переписать цифрами или забросать какими-то бюллетенями. Не признали же вы. Хотите вопрос задать или как? Когда ты давайте вам микрофон и зададите вопрос.
Вячеслав Буковский, Инфобанк Бай. Ну, не признали же 200 тысяч подписей. И что тут взять и 3,5 миллиона тоже не признать? Это риторический вопрос, сколько Ну, я понимаю. да. Смотрите, не признали 200 тысяч подписей. Не признали 200 тысяч подписей, но у нас сейчас есть часть документов, а у коллег из штаба Валерия Цепкала есть больше документов, которые показывают, каким образом это сделано. То есть это уже все документировано. И есть конкретные доказательства, есть эти подписные листы, которые можно при желании отправить в любую международную организацию, получить заключение реальной экспертизы, можно или нельзя сделать соответствующие выводы. То есть забраковка 200 тысяч подписей была произведена таким образом, который оставил вполне четкий, понятный документальный след, и сейчас любой человек с этим может ознакомиться. Если мы говорим о том, что на выборах произойдет что-то подобное, ну, какие-то будут включены инструменты, механизмы настолько же, скажем так, явные, как вот то, что мы увидели при отбраковке подписей, то это уже будет многое значить. Згоден. Ще одне питання. Ви сказали про те, що закликається вже усіх людей починати агітацію за розних кандидатів завтра, але при гэтым не готовы штаб Віктора Бабарыкі яшчэ не ідзе на супрацоўніцтва з нейкімі іншымі штабамі. То бок, за кого і як вы закликаете людей агітувати? Сейчас очень важный момент. Мы в первую очередь призываем приложить все силы к тому, чтобы сделать выборы честными. Как вы знаете, мы призываем людей быть наблюдателями, мы призываем людей обращать внимание на то, что происходит на избирательных участках. Сейчас это одна из наших целей. Очень много сил мы будем направлять на то, чтобы выборы были честными, а также, как вы правильно отметили, можем агитировать за или против кандидата. Да? То есть против каких-то кандидатов мы тоже можем позволить себе агитировать. Если у Максима есть еще действительно, то есть не обязательно агитировать за, есть в избирательном кодексе право агитировать против. И если мы говорим сейчас о программах и о видении тех кандидатов, которые выдвигались, очевидно, они хотели, чтобы что-то в стране изменилось, очевидно, против кого они хотели голосовать, да, и призывать всех своих сторонников, в том числе Виктора Бабарика. Также участие в выборах само по себе не всегда предполагает голосование даже за какого-то определенного кандидата. Есть еще как минимум несколько вариантов действия, о которых тоже можно будет при необходимости поговорить. То есть в том числе есть графа против всех кандидатов, это тоже участие в выборах. И тоже на каждый голос против всех нужно найти, для того, чтобы победить, набрав большинство в первом туре, нужно найти там соответствующий голос «за». Есть вариант, который также предлагался, например, Гарри Погоняйло, что голосование идет протестное, когда бюллетень на участке берется, но голосование не производится, бюллетень отрывается кусочек с подписями членов комиссии, и он становится недействительным. Это тоже вариант, когда не голосует ни за кого человек, но тем не менее необходимо, считается принявшим участие в голосовании, необходимо набрать больше голосов для победы в первом туре. То есть при любом варианте голосования не за действующего президента возникает вопрос с проведением второго тура. То есть, и если говорить о том, за кого призывать голосовать, это как раз-таки задача тех кандидатов, которые были зарегистрированы. Сейчас наша задача, прежде всего, принять все необходимые меры для восстановления законности и получения статуса кандидата в президенты, но при этом не менее важной является задача, о которой уже давно Виктор Бабарика говорил, это обеспечение честных выборов. То есть, если с первой задачей тут у нас возникли сегодня определенные проблемы, которые мы сейчас решаем, то со второй задачей ничего не изменилось. Точно так же мы считаем, что выборы должны быть честными, и для этого нужно сделать все необходимое. А чем больше явка на участке, чем меньше тех, кто остается пассивен в этом процессе, тем меньше вероятность того, что будут какие-то злоупотребления и нарушения. Здравствуйте. Юрий Рисков, канал «Социальная безопасность». Я вот ровно 1 месяц тому назад находился у вас здесь в штабе, имел честь общаться с Виктором Бабарико. И как бы
предугадал, по сути, эту ситуацию. То есть за 2 дня я ему уже как бы послал сигнал о том, что исходя из вот аналитики, которая явно бросается в глаза, он будет арестован. Каковы его действия? К сожалению, я ему тогда говорил, а есть ли у него связь со своими выборщиками, то есть с теми, кто ставит подпись? Вот вы видели, наверное, как в Хабаровске, да? Вот на днях был арестован губернатор. Каким образом общество отстаивает своего лидера? Но мой вопрос другого плана. Если бы 9 августа были бы выборы, за кого вы лично, вы, Марьяна, да? Мария голосовали? За Виктора Бабарика. Но его уже, вот вам юрист вас подскажет, да? Его в списке нет. Каким образом вы можете проголосовать, если его нет? Во-первых, я пойду на выборы в конце дня и проголосую против всех. Это я сейчас говорю как Мария Колесникова, да? Если это личный вопрос ко мне. Ну, позвольте мне тогда еще один вопрос от наших подписчиков вам задать. Всякий раз, когда вы будете иметь дело с черным ящиком, как бы вы, вот товарищ здесь сказал, не проголосовали, вы все равно будете получать тот результат, который вам озвучит Лидия Ярмошина. Вы согласны с этим? Нет. Нет. А если бы ящик был бы открытым, то есть вы бы свой выбор показали бы открытым, какой смысл тогда в этих вот выборах, которые сегодня нам предлагают? Если бы общество показало бы открытым свой выбор за Светлану Тихановскую, будь то за другого кандидата, может быть, стоит так поставить вопрос? Я не совсем понимаю вашего вопроса, и имеет ли он отношение сейчас к той теме, которую мы обсуждаем? Но Виктор Бабарико говорил о каком-то сверхъестественном, ну, таком необычном плане, да? Вот сегодня мы наблюдаем, что просматривается ситуация, что плана как такового нет. И это нужно признать. Юрий, задайте, пожалуйста. Если у вас есть ко мне вопрос или к нам, задавайте, пожалуйста. Да, спасибо. Еще вопросы? Хотел бы докладніць, Максим, то бок адзін з пунктаў, які вы агучвалі, гэта вы закликаеце да агітацыі супраць Александра Лукашенко. Правильно я слышал? Не совсем так. Я в своем выступлении разъяснял, что можно агитировать за кандидатов, против кандидатов. Если вы не поддерживаете никого из кандидатов, вы все равно можете агитировать против кандидатов, если это совпадает с вашей позицией. Но если мы говорим про агитацию, которую осуществляет каждый гражданин, то нельзя ему навязывать, что иди делай то, иди делай это. Это уже начинается координация со стороны штаба. То есть наш призыв, что каждый гражданин, который занимает активную позицию, самостоятельно решает, что ему в своем агитационном послании нести. Это будет за кого-то, либо это будет против кого-то, либо это будет какая-то иная форма участия в выборах. Мы лишь обращаем внимание на то, что все должны стремиться к тому, чтобы обеспечить честность и прозрачность выборов. Мы не верим, что черный этот ящик не может быть никоим образом исследован, препарирован и не может быть понято, что происходит. Потому что если за этим следит не там 1000, 2000, 3000, как было раньше, человек, а сотни тысяч, то совсем другая ситуация. Вот это как бы основной момент. Друзья, Калюков, больше не маю никакого питания. Мария, вы сказали про то, что 3,5 миллиона человек это те люди, которые не подтримують сучасную теперешнюю ладу. Это выники некого социологического исследования. Ну, откуда такая упевненість, потому что у нас не проводятся официально никакие исследования, то больше репрезентативные. Это правда. Я сказала, что если их будет 3,5 миллиона человек, то их волю невозможно сфальсифицировать. Это электоральное большинство. Уверенность, что их будет больше 3,5? Уверенность может быть только у всех нас с вами, которые ходят по улицам, которые разговаривают с нашими друзьями и коллегами, которые точно знают, какие сейчас настроения есть в обществе. Мы с вами сейчас наблюдаем уникальный процесс. Сейчас белорусы впервые за 26 лет начинают строить свое собственное гражданское демократическое общество. Им невозможно запретить это сделать. Это процесс, который начался, и он абсолютно необратим. Я думаю, что каждый из вас
это прекрасно ощущает, видит, чувствует все что угодно, да. То есть и эту волю этого народа невозможно сфальсифицировать, если это большинство. Да. Комсомольская правда Беларуси, Дарья Ломановская. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как себя сейчас чувствует Виктор Эдуард Бабарико? И, наверное, ему сообщат о том, что вы не зарегистрировали. Будете ли вы как-то, он, наверное, выскажет какое-то свое мнение, возможно, скажет, как действовать дальше. То есть вы же будете прислушиваться к его мнению. Вот, то есть как-то имеется в виду, что вы через адвоката, как-то на связи с Виктором Бабарико будете обсуждать именно вот то, что его не зарегистрировали. Спасибо. Значит, несколько вопросов было. Первый вопрос, как себя чувствует Виктор Эдуард по тем сведениям, которые у нас есть, в том числе по письмам. Мы знаем, что с ними все в порядке, что они уверены в том, что нам нельзя останавливаться и нужно идти вперед. И, естественно, мы, как люди, которые пообещали это сделать, мы действуем согласно этому плану. И то, что мы с вами здесь тоже сейчас собираемся, это в том числе план в этом и состоит. Еще дальше был вопрос. По поводу того, что вы ему сообщили, он же узнает о том, что вы не зарегистрировали, да, и как-то будете действовать, исходя из того, что он скажет, ваша команда. Если мы получим письма или какую-то другую информацию, то, естественно, мы сможем с ней работать и этой информацией поделиться. Процесс коммуникации. У Виктора Бабарико нет телефона с собой, ему нельзя позвонить. А то, что адвокат общается с подзащитным, и то, что адвокат может сообщить после этого публично, это есть очень серьезные ограничения. То есть, если Виктор Дмитриевич сможет передать какие-то инструкции, безусловно, эти инструкции штаб будет им следовать. Но мы должны в том числе понимать, что такой возможности передать инструкцию может и не быть. И тогда мы действуем на основании тех обсуждений, тех инструкций, которые были даны до того, как все это произошло, потому что действительно ожидания соответствующие после определенных действий были, и все варианты рассматривались, по всем вариантам были какие-то основополагающие пункты по стратегии. Добрый день, агентство «Франс Пресс». Я по-русски буду. Александр Гребенкин. Скажите, пожалуйста, вы немножко касались этого. Где тот предел, вот вы сейчас обращаетесь в инстанции, скажем, которые, скажем, во власти, да, то есть и судебные и так далее, пока мы верим им, да, пока мы доверяем им, пока мы надеемся, что там вас услышат и правильно, скажем так, отреагируют. Дальше, надежда на кого дальше, то есть если здесь нет, то что? Если честно, я опять не совсем поняла вопрос. Надежда... Надежда вообще у Виктора Дмитриевича, как он говорил, всегда была на белорусский народ, а не на суды и на какие-то инстанции. То есть юридический трек, который будет проходить, это вполне понятные формальные процедуры, да, будет Верховный суд, может быть, будут какие-то еще обращения, но основной посыл в ходе сегодняшней конференции, в принципе, в рамках кампании, это то, что избирательная кампания идет, 9 августа будет голосование, и вот на это надежда и есть, что 9 августа действительно в ходе голосования выяснится воля белорусского народа, она не будет соответствовать тому, что декларируется сейчас в качестве основополагающей. То есть и тогда, собственно, меняется тогда ситуация, в том числе если говорить строго про юридические документы, да, то есть у нас понимание, что разным может быть результат процесса, но даже если результат негативный, то всегда есть процедура, например, возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам. То есть если все-таки мы увидим документы какие-то, которые к нам пришли, и станет это позже, в августе, например, это случится, все равно есть варианты продолжения юридических дел. Но юриспруденция здесь, это, скажем так, не основное. Я на самом деле имел в виду по обращениям в каких-то международных организаций. Здесь по обращениям в международные организации мы должны понимать, что существуют определенные процедуры, есть признание, непризнание решений международных органов. То есть во все международные организации, в которые можно будет обратиться в соответствии с ратифицированными документами
правилами и принятыми процедурами, безусловно, обращения будут. Так же, как сейчас, уже есть обращения по международным организациям в отношении конкретно Виктора Дмитриевича Эдуарда и других политзаключенных, и уже есть реакция определенная. Какая-то реакция? Ну, какая-то реакция, во-первых, есть международными организациями признан статус политзаключенных. Во-вторых, мы знаем, что адвокаты подали жалобу в международные организации другие, она была принята и будет назначена в ближайшее время рассмотрения. То есть они, адвокаты, которые работают по уголовному делу, скоро эту информацию предоставят. Питання до глядачів стріму Радіо Свобода. Скажіть, штаб протягує свою працю, і до якого моменту він буде працювати і чим займатися? Мы продолжаем свою работу. Как я уже говорила, у нас есть несколько важных пунктов. Во-первых, это выборы 9 августа. Во-вторых, это честные выборы, то есть мы сам процесс честных выборов будем очень сильно стараться, чтобы он произошел именно таким образом. Одно из обращений, которое, может быть, вы слышали, мы призываем большое количество людей присоединиться и стать наблюдателями, то есть самим взять ответственность за то, что будет происходить на избирательных участках. Мы будем отслеживать всю ситуацию, которая будет в процессе агитации других кандидатов в президенты. Вот пока, да, план такой. Но мы идем вперед. Это очень сложно сказать, но следующий важный пункт – это 9 августа. Один из пунктов. Да. Не релиз 9 августа. Нет, мы идем до конца, это наша цель, и мы не собираемся останавливаться. Вопрос. Инфобанк Бэй, Вячеслав Буковский. Вопрос такой. Скажите, ну вот я планировал голосовать за Виктора Бабарика. Он сейчас не допущен к выборам. Можете ли вы на примере, ну, не знаю, дать какой-то алгоритм действий, что сейчас делать тем, кто собирался голосовать за Виктора Бабарика? Во-первых, алгоритм мы сегодня высказывали. Поскольку, видимо, это прозвучало недостаточно четко, на сайте будут опубликованы рекомендации, которые штаб может дать. Сейчас я могу повторить то, что звучало, то, что Мария оглашала. То есть сейчас план действий такой. Первое, поддержка кампании по организации честных выборов, например, там, право выбора назиральники, честные люди, запись наблюдателей, любые другие инициативы, которые направлены на максимальную честность прозрачных выборов. Задача номер один для всех, кто хочет голосовать за Виктора Бабарику в том числе. Второе – это активное использование права на агитацию в предвыборный период. То есть агитация за, агитация против, объяснение какие-то, общение, собственно, с тем электоральным большинством, которое, может быть, пока еще вообще не знает, что у нас происходит, если такие еще остались люди. Ну и третий момент – это непосредственно участие в процедуре голосования. Так, как это нужно. Избиратели Виктора Дмитриевича тоже разные люди. Да? То есть это нельзя сказать, идите голосуйте вот за такого-то кандидата. Потому что каждая из них личность, каждый уважает, и каждый кандидат сейчас будет раскрываться как-то. Но всегда... Но если вы приняли участие в голосовании, то чтобы набрать большинство от принявших участие в голосовании, с точки зрения юридического значения, этот бюллетень будет точно такой же, как бюллетень, отданный за любого другого кандидата, если говорить о том, что кто-то должен набрать 50% голосов в первом туре. То есть он будет точно так же мешать это сделать. Поэтому любая опция на ваше усмотрение. Ці ідея з створенням партії ще актуальна, і ці ви стоїть на повістці в ближайший час? Эта идея, так же как и референдум, сейчас находится в работе. Это актуальная идея, да. Але ж ведаеце, у нас тут засталося толькі 26 дзён до дня выбараў, таму вось гэтыя глобальныя ініцыятывы хутчэй за ўсё будуць рэалізаваны ўжо пасля таго, як пройдзе гэты час. Если это все вопросы, я хотела бы еще раз вас всех поблагодарить. Я хотела бы еще раз обратиться ко всем белорусам. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Мы все очень крутые, вы все невероятные, мы вас очень любим, мы ценим вашу поддержку и вашу любовь. Мы идем вперед, нас ничто не может сломить, мы точно знаем, что мы на верном пути. Пожалуйста, верьте в себя и поддерживайте друг друга.
Спасибо. Ми будемо закінчувати трансляцію. Ви почули відкази на всі питання, у тим ліку ваші, шановні глядачі. Основне – це те, що штаб Віктора Бабарики працягвае свою працу. Яшчэ ёсць вось у ближайшы час будзе пададзена скарга ў Верхоўны суд і просто агульны такі пасыл ад ягонага штабу тое, каб людзі проста ўдзельнічалі актыўна ў гэтай выбарчай кампаніі як у якасці назіральнікаў на выбарах, так і проста актыўных удзельнікаў гэтых выбараў. Дзякуй вялікі, што заставаліся з намі. Калі ласка, подписывайтеся на наш YouTube-канал, дзе вы зараз глядзіце гэты стрым, і заставайцеся на свабодзе і побачымся падчас новых стрымаў.